Саварбек Плиев, участник многих решающих сражений Великой Отечественной войны, прошел ее от начала и до конца. Биографию мужества родственники Саварбека знают практически наизусть и с гордостью пересказывают ее всем своим слушателям. Встретив войну 22 июня 1941 года начальником заставы, сразу же попал в окружение, значит, выходил по тылам немцев 2 месяца через линию фронта, потом воссоединился с Красной армией, с Советской армией. Он вывел, у него, значит, находился в звании лейтенанта, вывел около 30 человек, у него были в подчинении и полковники, и капитаны, майоры, люди разных званий. Ну, поскольку доверия не было, сложное время, там, лазутчики, диверсанты и так далее, вот он выводил этих людей. Потом участвовал он в Курской дуге, участвовал в сражениях по форсированию Днепра, захватывал плацдарм на правом берегу Днепра. Потом, значит, был дважды представлен к званию Героя Советского Союза. Ну, в связи с известными событиями, значит, он не был удостоен этого звания. Награжден орденом Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны первой степени, а также получил медаль за боевые заслуги. В годы войны Саварбек отличился смелостью, мужеством и преданностью своему отечеству. Он участвовал во многих решающих сражениях, в том числе и в Курской битве, где был командиром батальона. Там они вместе с боевыми товарищами в ходе сражения отразили наступление противника и создали условия для успешного перехода в контрнаступление. О его боевых навыках слагали легенды, стойкость его подчиненных смогла застать противника врасплох. Гордиться еще сыгла. Заслуженных анверцари, айла погран застави, центра мечер, погран застави. В 1944 году во время депортации ингушей в Казахстан многие солдаты, выходцы из Ингушетии, вынуждены были менять свои имена, чтобы остаться и продолжать воевать за свою родину. Но Плиев был ценным кадром для вооруженных сил СССР. Потерять такого офицера армия просто не могла. Он мог хитростью и своей стратегией обезвредить превосходящее числом армию противника. Так о боевом пути ветерана рассказывает его супруга Лейла Плиева. Немцы бар ялар дуж молж багш. Хацахам две яр пхса гутра ярца. Арца немец дерватер жюкти вор яршерс. Угольнику яш. Цу солдат вица да гвасс угольник яш. Так, цу яр. Давайте, ребята, я зайду, и со мной еще один. Мы сейчас дадим окруженный военный, зертрук, камел ежес. Аж даю хажач быстрее, немцы. Так, цац шишхар вакыш. Цархатя мол чапит хабакыш, жбоды бочь. Аврагич ачбохыш, цан зитрох яр, боброх ярыш. Саварбек родился в 1919 году в селе Плиево. Закончил военно-пограничное училище в городе Орджоникидзе в 1940 году, а после его окончания был направлен в Западный пограничный военный округ. После войны Плиев стал примером того, как надо защищать государственные границы и любить свою родину. Это было в нем заложено отцом. У нас в роду, то есть плиевцев, тоже много этих военных, царские времена были. И сейчас, и по стопам он, Саварбек, по стопам пошел. Младший брат Давид тоже в Казахстане, мы были в Казахстане, он с Казахстана поступил в училище военное. Стратегическое значение, ракетные войска были у него.
Саварбек умер в 2013 году в 94-летнем возрасте. Война оставила свой отпечаток на судьбе нашего героя. Он был неоднократно ранен, был даже закопан живым. Все это перенес стойко, но шрамы остались на всю жизнь. Память и подвиги Саварбека Плиева в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в сердцах многих людей. Адам Гулоев, Абдулмаджид Халухоев, Новости 24.